Теплица «Саюри» работает в штатном режиме. В региональных СМИ появилась информация о том, что в теплицах холодно, а урожай стремительно падает. Генеральный директор предприятия сообщил телеканалу о том, что отопление в круглогодичном комплексе подается в штатном режиме. Угрозы растениям нет. Наша съемочная группа отправилась на предприятие. На прямой связи с нами Саргалана Федорова. Саргалана, я тебя приветствую. Расскажи, какова ситуация на самом деле. Приветствую, Анастасия. Мы находимся в теплице площадью 1 гектар. Здесь выращивают огурцы, помидоры и зелень. Все действительно работает в штатном режиме, сбоев нет, тепло подают. Как мы увидели, у растений здоровый вид, все цветущее, зеленое, красивое. Температура составляет 24 градуса. Это оптимальная температура для растений. И здесь по-прежнему ежедневно получают по 700 килограммов овощей и большую часть поставляют в дошкольные учреждения Якутска. Температуру выставляет специальная система климат-контроля. И установлена так называемая подшатровая система, которая позволяет контролировать процесс созревания. И на местах круглосуточно работают дежурные операторы. Сложившуюся ситуацию нам объяснит агроном Михаил Публиченко. Михаил, расскажите, был ли на самом деле какой-то сбой в работе? Нет, не было никакого сбоя, все работает в штатном режиме. И сбой вообще здесь невозможен, потому что все системы дублируются, и при любых возникновении стрессовых ситуаций или по отоплению, или по подаче электроэнергии, все дублируется и включается дублером, как сказать. То есть невозможно здесь замерзнуть, невозможно остаться без света. То есть все идет под контролем, без проблем. А сейчас у вас идет уже строительство третьей очереди? Да, третья очередь заканчиваем. Сейчас пошла уже подача отопления в эти теплицы. И идет монтаж лотковых систем, подвесных потолков, которые нам будут энергосбережение обеспечивать от холодной крыши. То есть все, двигаемся вперед и будем обеспечивать Якутию свежими овощами ежегодно и круглосуточно. Все нормально. Спасибо. Такова у меня информация. Анастасия. Саргалана, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Федорова.